Добро пожаловать, Кади Эфенди. Это такая большая честь видеть вас здесь. Так. Ха. За сколько ты это купил? 2 аршина купил за 100 акче. А за сколько продаешь? Продаю за 120 акче. Это ведь качественный товар. Его мало где сыщешь. Ага. Ты что, закона не соблюдаешь, Эфенди, да? Если товар за 100 акче купил, ты не должен продавать дороже, чем за 110 акче. Затраты выросли, Кади Эфенди. К тому же, это натуральный хлопок. Из-за этих проклятых португальских неверных не удается возить товары, как когда-то. Твои подсчеты не должны касаться меня. Для меня важен только закон. Стража, тащите мошенника на фалоку. Получит 60 ударов, поймет, что к чему. Кади Эфенди, пощадите! Кади Эфенди, клянусь, я все понял! Кади Эфенди, пощадите! Прошу, пощадите, Кади Эфенди! Стража, постойте, не надо! Стража! Аллах, Кади Эфенди, добро пожаловать! Милости просим! Эта пара сколько стоит? Продаю по 30 акче. Натуральная коровья кожа. На коровью кожу что-то не очень похоже. А ну-ка ты посмотри. Вы правы, Кади Эфенди. Это не коровья кожа, а дешевая козья. Больше 10 акчей не стоит. Они оказались тут случайно. Если желаете, я вам другие покажу. Закуйте его в колодки, да проведите по базару. Не надо, Кади Эфенди! Постойте! Пощадите! Кади Эфенди идет! Это весь хлеб, что у тебя есть? Слава Аллаху, Кади Эфенди. Сегодня торговля хорошо шла. А это что? Да это то, что вчера не смог продать. Я и припрятал, чтобы отнести животным. Да он еще совсем горячий. Ну и повезло же твоим животным. Господин пекарь. Ну-ка взвесим, поглядим. Вот, недовес. На вкус Эфенди. тоже не мешает проверить, да. Ячмень и проса? Ты смешал с хорошей мукой. Дешевый товар ты продаешь задорого. Да еще и веса оказалось маловато. Помилуйте, Кади Эфенди, это больше не повторится, клянусь. Впредь не приступай закон. Продавать хлеб общине правоверных с недостаточным весом и поддельным качеством – очень большое преступление, господин пекарь, и великий грех. Прибейте его к дверям. Пусть народ посмотрит. Кади Эфенди, я виноват! Это не повторится! Кади Эфенди, пощади! Кади Эфенди, рабом твоим буду! Не трогайте, стража! Кади Эфенди, клянусь, я никогда! К сожалению, на тебя поступают многочисленные жалобы. За твои необоснованные приговоры и очень жестокие наказания. Одно твое решение многих возмутило. Мы узнали, что ты приговорил пекаря какого-то пригвоздить за уши к двери. Что это за наказание? Думаешь, раз ты кадий, это дает тебе право мучить людей? Что вы, повелитель? Нет. То, что написано в законах, я обязан неукоснительно исполнять. А что он сделал, этот пекарь? Докладываю вам, государь. Его хлеб меньше весил того стандарта, что установлен законом. И в пшеничный хлеб он добавлял проса и овес. Но даже если это так, Кади Эфенди, не слишком ли вы были суровы? Нет, паша Хазрет Лири. Великий Баязид хан, ваш отец, государь, составил свод законов, где все ясно сказано.
Муку должно просеивать через мелкое сито. Хлеб должен быть пропечен полностью и запахов, кроме хлебного, не источать. А у этого пекаря, знаете ли, такой хлеб. Хлеб такой, словно его из глины испекли. Его и собаки есть не станут, повелитель. А этот пекарь не только кормил таким вот хлебом честных мусульман, но и наживался алчно за счет недовеса. Ну, а после такого наказания он больше не посмеет это делать. В этом вы правы, Кади. Но мне интересно, написано ли в своде, что наказание за такое деяние – прибивание человека за уши? Нет. Но вы же сказали, что вы обязаны исполнять то, что диктуют законы. Видите ли, кадии берут закон только за основу, Паша Хазрет Леви. Ибо в этой книге в черной обложке не расписано все досконально. И важно, чтобы решения мы принимали в соответствии со своей совестью. А то бы каждый, изучив эту книгу, решил бы, что он уже кадий. Но это не так, Паша Хазрет Леви. Есть 3 вида судей. И один попадет в сады рая, а другие 2 окажутся в огне. Попавший в рай знает истину и судит по истине. Знающий истину, но выносящий несправедливое решение, окажется в огне. И тому, кто судит людей, будучи глубоким невеждой, тоже уготован огонь ада. Когда покину я этот мир, лишь Аллах один ведает, где я окажусь, в раю или в огне. Но моя совесть, скажу вам, чиста, повелитель. Такое наказание послужит исправлению этого ремесленника и уроком станет всем остальным. Все, довольно. Как сказал праведный халиф Амар, если у пастуха потерялась хоть одна овца, Аллах с меня спросит за это. Обязанность всех моих слуг, как Кади и Фенди, быть готовыми денно и ночно строго соблюдать и охранять права народа. Помните, там, где нет справедливости, там нет и благодати. Эбу Сууд Эфенди. Теперь мне ясно, почему твоя борода такая седая. Я слышал, Кади Эфенди, что люди часто называют тебя пепельный мудрец. Ну, они льстят вашему ничтожному рабу, повелитель. Если сумел я стать капелькой в океане, что зовут миром, это такая радость.